Рахмат. Урматтуу жетекчиликтер, дедовщина бул Совет Союзунан бери келген окуяларды сиздер жакшы билесиздер. Биздин биякта отурган көпчүлүктөрдүн ата энелери айтып беришчи, өзгөчө аталарыбыз кызмат өтөөдө ушундай болгон учурлар, бул эски бир адаттай болуп калганда, бирок азыр заман өзгөрүп жатпайбы? Азыр мисалы чет өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы Израилде армияга кызмат өтөөгө аялдар барышат да. Кыргызстандын армиясына аялдар барып калса, биякта эркектерде суицидтер, өзүнө өзү атуулар болуп атыптыр. Аялдар барып калса, андай эмне, зордуктоолордун саны көбөйөбү? Сиздин оюңуз кандайча? Пропаганда, насилие болуп жатпайбы, сөздүн ачыгы? Вам не кажется, что с такими темпами суицидов и самоубийств у нас, если мы дойдем до того, что мурда физикалык күч керек болчу армияда, азыр техникалык мындай жабдуулардын заманы болуп атат да, оснащения технические, это могут освоить и женщины. Если наступит такой период, аялдар да кызматка ошол армияга барып калсачы, кандай болот? Биз бул пропаганда, насилияны мындай токтото албай жатабыз да. Сиздерди мен жеке, может быть, бир себептерди айтып атасыздар, заман өзгөрдү деп, бирок замандын кандайча өзгөргөнүн да мындай түшүндүрө албай жатабызбы, мен билбей атам да. Азыр мурдакы 20-кылым эмес, азыр 21-кылым. Аялдар кызматка барып, ошол кызмат өтөбүз деп калса, кандай болуп калат анда? Коопсуздук эч кимге жок турбайбы? Спасибо за вопрос. Эльвира Джалабековна, то, что, к большому сожалению, те проблемы, которые мы имеем в обществе, они есть и у нас в армии. Потому что мы в армию наших солдат берем с этого общества. К большому сожалению, у нас в обществе очень большие проблемы. Вот по данным ЮНИСЕФ мы посмотрели за несколько лет анализы юношей и девушек. Там смертность очень страшная. 187, 230, до 300 человек идет. Понимаете? Ну, говорить о том, что мы с этим не боремся или не проводим работу, это абсолютно я не согласен. Например, вот, если есть такое, например, мнение. Там очень много работы проводится. Очень много работы. Но те травмы, которые, они с какими травмами приходят к нам на службу, тяжело уследить, действительно. Вот как вот первый случай, он, солдат, уходя в армию, девушке дарит кольцо, потом это кольцо ему возвращают. Но я вам об этом и говорю. Времена меняются. Когда вы служили и когда сейчас новое поколение служит, времена меняются. Может, подходы менять надо? Вот мы сейчас и вот, меняем способы и методы обращения с ними. Если, например, я служил срочную службу солдатам в 80-е годы, чтобы нам в душу залезть, такого понятия не было. Нам некогда было думать о наших душах. У нас по 18-20 километров марш-броски были, нам некогда было о матери вспомнить. Мы могли письмо, которое получить от матери, прочитать только через неделю. А азыркы убакта тилекке каршы вот эти гаджеты, они делают все. Они уже сейчас у нас дети с малого возраста, они уже все ранимые, больные. Азыр катуураак сөз айтып койсоң, ичинекей балдар барыбыздын балдарыбызды берилерибиз бар да. Катуу сөз айткандан коруп калдык да, тилекке каршы. Мы сейчас столкнулись с большой проблемой все в нашем обществе. Вот я ЮНИСЕФ сам почитал их полностью данные, это действительно. Юноши и девушки до 300 с лишним совершают в год суицида. К большому сожалению, да, вот мы вот ищем пути, возможности, беседы с каждым солдатом, чтобы понятие, что прежде чем поставить солдату какую-то задачу... Я извиняюсь, я вас немножко хочу прервать. Я вас понимаю, да, то, что вы говорите, но это ведь не только в Кыргызстане. А почему статистика суицида в Кыргызстане намного выше, чем в развитых странах? Если технические расходы, наш бюджетный комитет через нас проходят расходы. Расходы даже в засекреченном варианте-то не маленькие. Что вам не хватает? 10 секунд.
Аткаруучу бийликке барганда ошону чечиш керек да. Жолдорду издеп атабыз да. Бюджет тараптан жардам чоң болот азыр. У вас неограниченный бюджет фактически. ГКМБ, МВД и ваши органы засекреченные. Что вам нужно? К большому сожалению, по бюджету, то, что из нашей потребности мы получаем где-то 1/4, чуть-чуть больше четверти из потребности. К большому сожалению. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жылгабековна берилет. Рахмат. Урматтуу министр, бүгүнкү күндө биздин аскерлерибиз, все наши солдаты, которые служат, это рабы и бесплатная рабочая сила. На сегодняшний день, пока мы не перейдем на службу контрактную, как во всем развитом мире, наши солдаты будут оставаться рабами, которые строят дачи генералам, и не только генералам, чиновникам вашей отрасли. И я думаю, что вы как новое лицо, по крайней мере, нынешнее новое лицо при новой власти, да, вы отдадите приказ о том, что если хоть один генерал летом, хоть одного солдата пригласит к себе в армию, пригласит себе на дачу или где-то делать ремонт, он останется без работы. И по поводу психологов. Нужно проверять не только солдат. Надо проверять всех чиновников Министерства обороны, всех тех, кто руководит на местах, да, где есть солдаты, на предмет садизма, на предмет адекватности и равнодушия. Потому что на сегодняшний день за смертями ни один руководитель не понес ответственности, ни один не был наказан. Вы вот сейчас у нас сколько, вы здесь час-полтора, и вы говорите о том, надо делать, мы знаем, надо. Вас сюда президент назначил, чтобы больше никто не умирал в мирное время. Говорить надо и сделаем, может депутат. Говорить надо и сделаем, может там солдат, который придет и мечтает о вашем кресле. А вы должны делать конкретно и приводить сюда примеры. Мы вот это сделали, и уменьшится деп. Солдатов надо обучать компьютерной грамотности. Солдатов надо не только проверять на психологическую подготовленность, надо с ними не просто беседовать, надо перестать над ними издеваться. А издеваются над каждым солдатом, у кого нет родителей, депутатов или чиновников где-то в высших эшелонах власти. Они рабы. Вот когда вот эта психология изменится, тогда у нас перестанут убивать солдат в мирное время. Спасибо, можете не комментировать. Спасибо.